بسمة العيد في الثغور الحسان تبعث الود مع حدي التهاني ضوعت بهجة الأنام طيوبا من شاد الياسمين واللقحوان. محمد سن عبد الله. Потом идет Абдулlah сын Абдул-Мутталиба, третий. Потом идет четвертый Абдул-Мунаф. Пятый идет, сперва Хашим, вот хашимиты, когда враждовали кафири, они говорили про пророка хашимиты. Хашим получается, вот Аллаху салям, Абдулlah, Абдул-Мутталиб, Хашим. Абдулlah, Абдул-Мутталиб, Хашим. Кто записывает, чтобы изучать, лучше будет. Потом захочет, тоже именно пророк саллаллаху. Абдулlah, Абдул-Мутталиб, Хашим. Хашимит. Потом идет Абдул-Мунаф. Потом идет Усай. Потом идет Килаб. Потом Мурра. Потом Кааб. И потом идет Люай. Потом Мурра. Потом Фахад. Вот когда мы говорим Курайшите, вот 11-й дед пророк саллаллаху алейхи вассалям был Фахад. Его назвали Курайши. Прозвище было его Курайши. Поэтому, когда говорили в Мекке, большинство Курайшите говорят. Их племена было. Итак, 21-й дедушка пророка саллаллаху алейхи вассалям это Аднан. То, что до 11-го, до 21 деда пророка саллаллаху алейхи вассалям, это известно. Все алимы подтверждают, до 21 деда отца знали. А потом после 21 там, дальше отцы, их нет информации достоверной. Настолько история предков пророка саллаллаху алейхи вассалям известна была в Мекке. Потому что они были почтенные люди все, один за одним. Итак, кто такой был Хашимит? Мы же говорим Хашимиты. Третий отец пророка саллаллаху алейхи вассалям. Отец Абдул-Мутталиб. Хашим был, он взял на себя, кто придет паломничать, взял напоить их и кормить. Первый он взял, говорит, почему его назвали Хашимиты? Мы говорим, когда мы считаем деда пророка Хашим, говорим, а его настоящее имя не Хашим было, его настоящее имя Амр. По прозвищу тоже его назвали Хашим. Хашима, это смысл Хашим, он первый, кто кормил. Вот зерно берешь, через вот это мука делает, поэтому его назвали Хашим. И третий день про него рассказывали. Однажды он, Хашим, вышел на торговлю. Это важно было, почему растет пророк саллаллаху алейхи вассалям, как она пошел на торговлю, и когда пришел в Медину, с Мекки Медине, там торговля была, он женился на Сальма. На женщине женился, и от нее родился у него дедушка пророка саллаллаху алейхи вассалям, Абдул-Мутталиб. Он женился в Медине, от этой женщины родился ему дедушка пророка саллаллаху алейхи вассалям. И там он, когда он обратно уже в Мекку собирался, там где Палестин, Хашим там умер. Хашим там умер. Тот женщина, которая в Медине была, она воспитала Абдул-Мутталиба в Медине. Жена осталась в Медине. Итак, Хашима было 4 сына. Асад, Абу Сайб, Надра, Абдул-Мутталиб. И 4 дочерей было. Тогда, когда Хашим остался там, в Палестине, в Мекке же он же был, который кормил, напоил людей. Вместо него кто будет кормить сейчас? Раз он там умер, вместо него остался его брат. Взял на себя брат этого. Брат его зовут Мутталиб.
А этот Муталиб тоже очень такой щедрый брат, то есть похож на своего брата, такой был. И однажды этот брат вспомнил, что у него брата остался племянник, сын остался в Медине. Вспомнил, что у него там есть племянник, ему он достоин, чем я вот это за себя взять, то, что было за отца. И пошел за ним в Медину. И когда увидел его, ему было, говорит, уже 8 лет, Абдул-Муталиб, прадедушку пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он хотел его забрать с собой, он заплакал, говорит. Как его увидел, очень обнял, говорит, потому что он первый раз видит племянника. И хотел с собой забрать, он не захотел, говорит, Абдул-Муталиб. Тогда он попросил у матери, попросил разрешения забрать его в Мекку, где его отец управлял. Тогда мать тоже не согласилась, не хотела отдать. Кто хочет, что ребенка отправить, где Мекку. И тогда Муталиб сказал, я его забираю туда, там ему будет большое уважение, потому что оставил его, он идет, где отец дома. И так он забрал его, говорит, туда. И когда он уже взрослел, уже взрослый стал, он то, что Хашима брат умер, потом он начал это управлять и кормить людей, и напоить вместе Абдул-Муталиб, дедушка пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда вот этот дедушка умер, Хашима брат умер, были другие народы, племена хотели забрать на себе. Настолько вот эта щедрость, они же, мы говорили, гордились щедростью. Кто-то хотел себе забрать и управлять, напоить, кормить других. Он был молодой, насильно забрали от Абдул-Муталиба на себя, кормить, напоить других. Потом он попросил своего тухума помогать ему взять то, что было положено отце. Тот чужой не должен был забрать от него. И эти люди тоже сказали, мы не будем смешиваться между вами. А тот, который взял на себя, это уже дальний дядя был у него. Не родной дядя, дальний. И поэтому не будем вмешиваться между вами. Тогда что сделал Абдул-Муталиб? Он же родился в Медине. Мамина сторона у него была Медина. Он попросил, мамина сторона, который Мекки их не знает. Они пришли, защищая его. Он их встретил в Мекке, своих дядьков, то есть с маминой стороны, и пригласил домой. Они сказали, Аллах, мы к тебе домой не придем, пока не вернем тебе то, что было положено тебе от них. И пошли сразу этим людям, которые отобрали вот это, на себя взяли. И сказали, Аллах, вот эти мечи не поставь, пока ты не вернешь нашему Абдул-Муталибу то, что ему положено. И они испугались, и все, вернули обратно Абдул-Муталибу. Итак, идет здесь уже важный момент. Дальше. Вот Абдул-Муталиб взял, что он Абдул-Муталиб изменил в Мекке, что он заново. То, что Абдул-Муталиб сделал, два вещи он сделал. Замзам. Не слышали историю вот Исмаиля, Ибрахим алейхиссалату, Исмаиль, когда он маленький был, вода не было, с земли вышла Замзам. Вот это то, что вышло от Замзам, она была утеряна. На долгое время утеряна, вот вода не была там Замзам. Вот Абдул-Муталиб вот эту воду обратно выкопал, закопал. И как он закопал, он видел во сне, что ему повелели, что иди в какое-то место, там закопай, и там найдешь, где Замзам. Во сне вот так он видел. И когда он туда пошел, нашел именно это место, и закопать начал там, скапывать, да, вот начал. И действительно там уже нашел там много драгоценностей, клад был там. Оказывается, там да, предки, которые там мечи свои и золотые, много чего они туда кладывали, где Замзам. И там она закрылась, и так все забыли про это место. То, что там он нашел все, он Каабу, в пользу Каабу, паломников, он туда все поставил. На Каабу тоже там оставил золото, и на пользу для паломников. Когда он
нашел это место, где Замзам находится. Там урайшити, о котором мы говорим, вот, племена их, деды, то есть. Они все хотели, мы тоже хотели участвовать в этом. Раз один ты нашел Замзам, это нет, где-то баракат не делал, мы тоже хотим участвовать. Он сказал им, нет, это мне приснилось. Вы не должны здесь участвовать. История, чтобы все знали, это надо знать, что Абдул-Муталиб нашел. Не племена Абдул-Муталиба. Итак, они говорят, согласились. Нет, мы все хотим вместе его закопали, выкопали. И они пошли одному вот, Кахин. Кахин это человек, который в Соединенных как христиан. Раньше христианство там было. И к нему надо было поехать, что он, это христиан, находился Кахин в Шаме. Туда они поехали к нему, чтобы мухакам, чтобы он судил, кому положено, ему отдельно или всем. И когда к нему они ходили, по дороге им пошло дождь. А дождь именно идет ему. Остальным дождь не падает, только ему падает, Абдул-Муталиб. Тогда они уже признались, значит это как признак. Аллах его выбрал, что он прав, и они все оставили ему это дело. И они потом вернулись. И тогда вот самый интересный момент, он сделал вот этот момент, когда Аллах ему уже сон видел, во-первых, и потом дождь ему отдельно. Вот этот момент он сделал нузур. Какой нузур сделал? Аллах он нузур сделал, если у меня родится 10 сыновей, Абдул-Муталиб нузур делал. Если родится у меня 10 сыновей, одного я буду делать курбан. Порезать, как барашку. Действительно, и он сказал, меня будет запрещать мой народ порезать курбан своего сына. Но я все равно буду резать. Нузур это как обязательность. Как Ибрахим алейхиссалам хотел Исмаила. Вот так, когда у него родился 10 сын, вот 10-й был отец пророка нашего Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Абдулла. И он был, говорит, самый любимый сын был у него. И когда он хотел его резать, и родился у него 10 сыновей, когда их урайшите вышли против его, что ты делаешь, как можно резать мальчика? Он, нет, я говорю, вы помните, когда вот Замзам, когда мы ссорились, я там сделал нужду, я должен резать. Нет, мы тебя не оставим. Народ вот так переставил. Потом они пошли куда? Там же нету имам, ады же нету. У них есть опять пошли, которые гадал, как знающие, как гадал, что к ним пошли, чтобы он решил их проблему. Тот сказал им, вот, можно вот так решать проблему. Вы возьмите Абдулла, они жеребий бросают, и возьмите 10 верблюд. Начали с 10 верблюд. Взяли и жеребий бросали они. Если Абдулла выйдет, надо, значит, резать Абдулла, жеребий, курбан, значит, Аллах не принимает. Они бросили, вышла Абдулла. Раз 10 верблюд, Аллах, значит, это мало сделка на 10 верблюд. Они взяли 20, поставили. 20 верблюд и Абдулла оставили. Опять Абдулла надо порезать. Нет, Абдулла резать не будет. А когда Аллах не будет доволен, мы будем резать курбан, верблюд. 30, 40, 50, до 100 дошло. Когда до 100 дошло, уже вышло там же верблюд. Аллах принял 100 верблюд. С этого сейчас мы, когда говорим, кого-то убивает, 100 верблюд. Надо жертву 100. Это было до ислама тоже было. 100 верблюд, если кого-то убивает, надо за него подать 100 верблюд. Когда ислам, наш пророк пришел ислама, одобрил то, что было до ислама, вот этот момент одобрил. 100 верблюд за один человек. Итак, наш пророк родился от Абдулла, который, он говорил, пророк, я родился как дважды, кого нужно было резать. Однажды от Исмаиля, потом идет от Исмаиля. Исмаиля тоже хотели порезать, барашку резать Исмаиля. Ну, Исмаиль один барашек. А его отец же Абдулла пришлось 100 верблюд. Я сын, который дважды пришлось резать. Здесь остановим, иншаллах, есть еще случаи, которые время Абдул-Муталиб было. Те люди, которые пришли разрушить Каабу, что он там делал, иншаллах, следующего будет.
بسمة العيد في الثغور الحسان تبعث الود مع حدي التهاني ضوعت بهجة الأنام طيوبا من شاد الياسمين واللطحوان.